Значит, конгресс у нас состоится в июне, в конце июня и июля 22 года. Это год столетия ЯССР. В рамках конгресса пройдет музыкальный международный конкурс, второй конкурс «Розовая чайка». Дорогие друзья, этот конгресс будет называться «Детский проект «Музыка для всех Якутии. Феномен развития современного музыкального образования Российской Федерации». Поэтому перед нами и перед вами стоит огромная задача, как в заключительных документах третьего международного конкурса было сказано, масштабирование этого проекта по субъектам Российской Федерации. Вот поэтому, конечно, эта работа будет успешна, если каждый подключится. Сегодня к заречному кластеру подключается, я отправила, просто вот другие кластеры, они должны посмотреть, как это у нас состоится. И, в принципе, в течение октября, это месяц, посвященный музыке, будут такие же онлайн-встречи по Zoom делать другие музыкальные кластеры. Вы все знаете, что у нас в республике 8 музыкальных кластеров. И один из больших кластеров – это заречный кластер, который включает 8 муниципальных образований. Я хотела бы обратить ваше внимание в этом году с 3 по 7 ноября этого года на базе Высшей школы музыки состоится у нас творческая школа и курсы повышения квалификации, которые будут называться «Инновационные технологии вокально-хоровой работы с детьми школьного возраста в объеме 36 часов». Мы приглашаем из города Новосибирска, вы ее все очень хорошо знаете, Марину Ивановну Рудакову, которая очень хорошо славится в Сибири и Дальнем Востоке по работе с хорами детских школ искусств. И приглашаем из Санкт-Петербургского государственного университета, педагогического университета, то есть декана факультета Анисимова Павла Васильевича. Так что эти 2 лектора проведут очень большую, огромную работу. При этом мы собираем около 30 детей, которые будут постоянно жить, это наверняка в связи с пандемией с города Якутска только, дети постоянно будут жить при Высшей школе музыки. Оплата этих КПК 3500 рублей. Уже сейчас, в это время мы следующей неделе начнем собирать заявки. Желающие будут жить оставаться ночевать при Высшей школе музыки, но ежедневно оплачивать за питание и так далее, житье, это 1000 рублей. Значит, еще раз повторяю, 3500 рублей стоимость курса повышения квалификации. Но по поводу детей мы еще обдумываем, посмотрим и решим, сколько это будет стоить. Вот, и я хотела бы осветить темы, какие будут рассматриваться. Значит, тематика курса повышения квалификации, инновационные технологии вокально-хоровой работы с детьми вокального возраста. Значит, первое. Хоровой класс в системе общеобразовательной школы. Вторая тема – особенности работы с хором в общеобразовательной школе. Современный подход к проблеме детского репертуара. Новые методы работы над вокалом в хоре. Вокально-хоровые упражнения для детей младших классов. Особенности хоров над многоголосием. Хоровое сольфеджио. Игровые формы, игры, упражнения в работе над многоголосием, развитие речевого и певческого дыхания у детей дошкольного, младшего школьного возраста, методы работы с гудошниками и современные методы работы над дикцией и орфоэпией. Поэтому вот эти вопросы будут освещены на нашем семинаре.
Так что, пожалуйста, передайте всем учителям музыки, руководителям хора общеобразовательных школ, руководителям хора детских школ искусств. Все-таки подошло время заниматься хоровым искусством. Голос – это тоже музыкальный инструмент, и в итоге мы хотим использовать это в встрече столетия ЯССР и сводным, будем организовывать сводные детские хоры и будем использовать эту методику работы при этом. Спасибо, Чок. Доброе утро, уважаемые участники. Вот, ну, во-первых, я хотел бы передать большой пламенный привет первого президента Михаила Ефимовича Николаева с Международным днем музыки. Вот, и я хотел бы отметить, что по мнению первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, вот именно классическая культура, овладение культурой, которая была создана в рамках европейской цивилизации, является одним из основных показателей развития народа. Вот. И та деятельность, которой вы занимаетесь, она имеет огромное цивилизационное значение для развития якутского и всех других народов Республики Саха-Якутия. Потому что благодаря вашей работе, благодаря вашей деятельности мы становимся в один ряд с наиболее развитыми цивилизациями мира. Вот даже если взять людей из Китая, Кореи, Японии, хотя у них есть своя древняя цивилизация, есть своя древняя культура, есть свой музыкальный инструменты свои, есть своя музыкальная традиция, но они все активно осваивают классическую музыку. И если взять пример одного из наиболее развитых народов мира, вот еврейского народа, то обучение музыке, обучение, которое дает дисциплинированность, которое дает настойчивость, которое дает упорство, оно присуще этому народу. И этот еврейский народ, он является первым народом в мире, который смог добиться поголовной грамотности населения. И мы, вот Якутия, вы поймите, в следующем году исполняется всего 100 лет первой государственности. Нашему основоположнику якутской литературы Алексею Елисеевичу Кулаковскому в следующем году исполнилось бы 145 лет. То есть мы молодой народ. Мы народ, который только вступил на путь цивилизационного развития, и освоение сокровищ мировой культуры является необходимым условием для того, чтобы нас воспринимали как культурный, развитый народ. И в этой связи я благодарю вас вот от лица первого президента Михаила Ефимовича Николаева за ваш неустанный труд, за ваш энтузиазм, вот, за ваше подвижничество вот в наших трудных северных условиях, вот в наших трудных финансово-экономических условиях вы продолжаете развивать нашу культуру. Еще раз поздравляю вас с праздником, с Международным днем музыки. Вот, и желаю вам дальнейших творческих успехов, развития, достижений новых. И самое главное, в наше трудное время, всем здоровья. Спасибо за внимание. Доброе утро еще раз, дорогие
сподвижники, как сказал Николай Андреевич, сподвижники музыки. Действительно, то, что музыка влияет на мозг человека, это доказано. И очень мудро сказал Михаил Ефимович Николаев, код таланта сокрыт именно в музыке наших детей. Поэтому большое спасибо Николаю Андреевичу за сегодняшнее поздравление. Это имеет огромное значение для нас. И то, что другой музыкальный кластер, южный кластер, который он в принципе, классической музыкой очень хорошо занимается, сегодня утром поздравил нас с открытием, то есть с Днем музыки и с открытием данного прекрасного мероприятия. Здесь вот другие пишут, кто поздравил, поэтому я объясняю. Значит, дорогие сподвижники, вот предстоит очень большая работа в ноябре, хотя у нас по указу президента октябрь закрывается, этот встречи только по линии онлайн будем встречаться, а в ноябре мы надеемся все-таки откроется, и у нас должны пройти такие мероприятия, как музыкальная семья, ВИА и ансамбль инструменталистов. Это 3-й республиканский конкурс «Музыкальная семья». В некоторых музыкальных кластерах уже начата работа «Папа, мама и я», первый этап, музыкальная семья. В этом году мы хотим посмотреть как вокально-инструментальные семейные ансамбли, также ансамбль инструменталистов семей и, естественно, со включением вокального номера, если в семье кто-то хорошо поет. Вот поэтому, кроме этого, у нас в ноябре еще состоится итог работы по проекту за 2020 год. Поэтому, значит, там онлайн-конкурсы пройдут, и пройдут, и, значит, заключительные мероприятия, итоги по номинациям и так далее. Кроме этого, Высшая школа музыки совместно с Министерством культуры приступила к подготовке проекта распоряжения главы Республики Саха о подготовке и проведению 4-го международного конгресса «Музыка для всех». Этот конгресс будет посвящен теме «Детский проект Республики Якутии», проект «Музыка для всех Якутии» как феномен развития современного музыкального образования России. Мы будем масштабировать данный проект по регионам России. И если вы приедете на КПК 3 по 7 ноября во время каникул, то вы посмотрите еще работу хоровых коллективов города Новосибирск. В принципе, мы выходили уже, вот 2-й год выходим, работаем с Новосибирском, по Дальнему Востоку, с городом Перми, педагогическим университетом и с другими консерваториями. Поэтому, значит, в этом направлении работа будет продолжаться. Но я до этого выступала, поэтому много не буду занимать. Единственное, хочу сказать, что только командная работа может любой проект продвинуть. И мне кажется, не только командной работе, каждый должен отвечать за какую-то работу. А если это будет только за свою работу отвечать этот человек, то, в принципе, у нас ничего не получится. Но так как сейчас проект сам себя уже продвигает, любой проект, он рождается в течение 20-30 лет, и, в принципе, этот проект уже продвигает сам себя. Вот музыкальные кластеры начали работать сами самостоятельно, никто им не говорит, что надо так делать, и очень интересные работы. Например, в Оленёкском улусе родилась идея «Кочевые школы» и проект «Музыка для всех». Поэтому таким образом должен продвигать проект сам себя, и, значит, каждый, кто сидит в этом чате, должны взять на себя ответственность и к 2022 году быть готовыми по масштабированию проекта «Музыка для всех» субъектом Российской Федерации. Кроме того, готовится журнал «Музыка для всех». Заречный улус к 2022 году должен подготовить отдельный журнал по своим улусам по проекту «Музыка для всех». И, в принципе, к этой работе надо приступить уже сейчас.
Спасибо за внимание. Желаю всем успехов.